Еще 10 лет назад за туннелем по улице Кирова были пустые поля, отведенные под пастбище для скота. Со временем город расширялся, и теперь мы видим, что новостройки за переездом разрастаются и занимают все больше территории. В связи с ростом населения, уже превысившим отметку 41 тысячу человек, нужда в школьных и дошкольных учреждениях стала актуальной. Эту потребность Минстрой уже удовлетворит в конце 2020 года сдачей новой школы на 720 мест. 150 рабочих и более 10 единиц строительной техники возводят здание площадью 4000 квадратных метров, этаж за этажом. Все строители поделены на отдельные бригады, и каждая занимается своим этапом. Юсуп Хачубаров, водитель крана со стажем 14 лет, делится, что за всю свою карьеру ни разу не встречал такой быстрый рабочий темп. В день он совершает более 100 подъемов с грузом не менее 5 тонн. С 8 часов утра мы начинаем работать, и процесс стройки происходит настолько быстро, что техники не хватает, даже приходится нанимать. За полгода здесь залили фундамент, возвели стены и провели все необходимые коммуникации. Сейчас проводятся внутренние отделочные работы. По коробке уже можно представить масштаб будущего здания. Строится он с соблюдением всех норм и правил. Его основная конструкция – бетон и арматура, а перегородкой между кабинетами является кирпичная кладка. Высота одного этажа превышает отметку в 3,5 метра. Бетонные работы у нас завершены, занимаемся штукатуркой здания. Кирпичные перегородки выложены все, идет штукатурка, слаботочные работы, вентиляция, отопление. Стяжка прошла уже частично. Процентов на 99 бетонные работы завершены. Идем на отделку здания внутреннее и отделку фасада. Общая площадь территории школы 13 тысяч квадратных метров. Из них 4 тысячи отдано под строительство. Само здание – это 3 этажа, разделенные на 5 блоков деформационными швами. В дальнейшем они будут служить энергетической разгрузке при разных природных явлениях. Также имеется и цокольный этаж, где находятся основные распределители коммуникаций по всему зданию. В новой школе будут пандусы, лифты и санузлы для детей с ограниченными возможностями. Плюс ко всему, рабочим предстоит еще благоустроить территорию в 2 гектара. Благоустройство территории согласно рельефу у нас в 2 уровня. Первый уровень – это само здание. Второй уровень – это детские площадки стоят ниже, чем здание на 1,5 метра, то есть опускаются лестницы и ограждения. И еще один уровень у нас футбольное поле, волейбольное поле, баскетбольное поле. Оно находится тоже ниже и тоже ограждается. То есть, если смотреть визуально, очень красивый проект, согласно рельефу. Также у нас имеется в благоустройстве независимая котельная, очистные сооружения. 720 мест, 40 кабинетов, дополнительные залы для кружков и лабиринт учебных блоков. Школу строят по федеральной целевой программе. Это первое масштабное образовательное учреждение в городе, что облегчит нагрузку на 40% для других учебных учреждений. Рядом со школой уже на стадии завершения новый садик, что станет еще одним дополнительным удобством для родителей, имеющих детей не только школьного, но и дошкольного возраста. Тамара Хашагульгова, Адам Гулоева, Адам Далаков, Новости 24.